Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Министерство культуры. Ба, да это же знакомые мне лица. Таежникам привет. Приветствую, дорогой. Как вы тут без меня? Скучали. Вот как приятно, ёпта. Всю ночь плакали. Глаз не сомкнули, да? Это знаете, да, когда приходит на работу, мужик говорит, что, говорит, глаза красные, бухал, что ли? Нет, говорит, по работе скучал, всю ночь плакал. Да. Слушай, у меня знаешь, какой вопрос я сегодня людям простой задаю? Как вы думаете, люди добрые, с каким процентом Владимир Владимирович одержит победу на будущих выборах? 99,9. Я скромнее, я 80 давал. А мне вот интересно, а кто будет его оппонентом? Ну вот Слуцкий, например, тоже подался. Я думаю, лидеры партии будут. Сейчас какой-нибудь, вот говорят, 74. Ну, мы посмотрим, да, какие будут варианты. Ну, код пишет 65-70. Ну, мне кажется, это будет, нечестно. Ну, конечно, сейчас с Владимиром Владимировичем никто не может сравниться. Виталий Плетнев пишет. Министерство 501, 502, 503. Кольцо. Кольцо 504, 505, купол. Я понял, это ваши там приколюхи. Да. Что-нибудь будет сегодня такое? Чё, блядь, по-любому. Слушай, а давайте спою песенку, которая... Это, у меня песня, у меня группа же была, которая называлась «Незваный гость». Угу. Вот, ну, в силу трагических обстоятельств она прекратила свое существование. Но песня «Незваный гость», в честь которой была названа, в общем-то, коллектив там одним из моих друзей, осталась. Песня написана в 87 году. Ух ты. Да, но я тогда ее написал. Поэтому давайте жахнем Да, и твоему конечно. чатику привет пламенный. Пусть те Конечно. послушают. И у меня тоже с удовольствием. Я думаю, дело пройдет. Снова дом, снова ночь выключает свет. Я хотел быть один, но раздался звонок. Ну, кого принесло в эту чертову дверь? Не хотел открывать, не хотел, но не смог. Незваный гость. Незваный гость. Я включаю телевизор, наливаю чай. Мы говорим о пустяках, ему некуда бежать. Ведь тепло и уютно здесь, в доме моем. Только мне не ему очень хочется спать. Незваный гость. Незваный гость. Как его работа, как мои дела. Сигарета начинает пальцы жечь. И вот мой кухонный нож прерывает его разговор, полоснув сталью смрадную речь.
Незваный гость. Незваный гость. Незваный гость. Классно. 87-й год. Кстати, вот мне хорошую идею подали. Ребят, если хотите, вот, по поводу процентовки, да, Владимир Владимирович, у меня есть еще виртуальная карта Сбера. Если желаете, можете, если хотите, такой, ну как, не лохотрон, а как это называется, по-нормальному. Короче, я выставляю, номер этой карты. На нее кидаете донаты, пишите ваш процент. Кто попадает плюс-минус, забирает весь банк. Я в этом не буду участвовать. Может быть. Крутяк, реально. А что, просто, да, вот. Почему нет, да, приколюха хорошая. Имеется в виду процент, Да. людской процент при голосовании за президента Российской Федерации. Да, и все. Да, слушай, очень трезвые и здравые идеи. Ну, как это называется, я не знаю. Тотализатор такого Тотализатор. рода. О, да, тотализатор. Слушай, представляешь, а вдруг кто-то заработает на Путине? Ну, не на нем, а на его, на доверии к нему людей, скажем так. Ну, тоже хорошо звучит. Заработать на доверии людей. 159-я, части разные там только. Не, ну это же будет по чесноку. Я шучу, понятное дело. Нет, на самом деле, идея вообще отличная. Я, честно говоря, даже поучаствую. Я Будет свои желание. 78% прям... Да, лотерея. Вот мне с Донецка подсказывают, ребят, лотерея. А, да, вот лотерея, да, лотерея. Фортуна, лотерея. В жизни и в кино. В жизни и в кино. Фортуна, лотерея. В жизни и в кино. Ребята, а реально просто выставляю номер карты, вы на карту кидаете там, ну давайте там от 100 рублей, допустим, да, будет ставка. Ну, а без разницы, кто И ставку пишите, поставил, например, и пишите в процент, в а сообщении по мой процент. И все, потом это же будет видно на Сбере, на этой карте. Да, если кто-то совпадет, соответственно, бабки пилят. Да, ну, пополам там, может, Ну, двое-трое. пополам, там, на трое, там, ну, сколько попадет, столько попадет. И вообще, отличная, кстати, идея. Что мне она в голову не пришла? Вот сразу видно человек с опытом. Какой опыт? Я уже купил новогодний розовый стол, а то Алексей Болталов. Ну, там, Там, брат, там шансов вообще нет. Вот то, что ты предлагаешь, там есть, а там шансов никаких вообще. нет, от 1 до 100, нет, должна быть ставка четкая, там 73%, 72, там 82, ну там кто сколько. Но там же возможно, допустим, 76,2. Ну, либо плюс-минус, то будет ближе к этому числу. Ну да, кто ближе. Подмосковный Питбуль. Человек играет только авторские песни, он на заказ, это ж не лабух тебе, блин. Ну, уважает. Я вот могу всё, еще что- что-нибудь жахнуть, если Да? тебя народ не возражает. Я не возражаю, да народ, я думаю, тоже будет за. Слушай, а Чемергес ты не пел, не помнишь? Не пил, по-моему, не было. О, сейчас Чемергес жахну. Это у меня так получилось, что я эту песню забыл про нее, а Леша Ищенко отправил. Ну, он прям реально собирает, он вот прям реально человек-меломан. Он знает все группы. Ну, короче, такой прям вот с Сибири пацан такой. Ух, прям Пишут огонь. только за. Вот, отлично. И, короче говоря, вот, там на диске, у меня, ну, мой самый первый диск, я ему прям диск отправил по почте. Вот, там была песня Чемергес. Он говорит, а что Чемергес петь? В итоге я ее заточил вот под такой формат и, в общем-то, стал ее петь. Ну и, короче, одна из самых любимых песен вообще у меня в чате получилась. Она такая шуточная. Чемергес вообще, это так зовут самогон в Саратове, по крайней мере. Причем самогон такого херового качества, такой, знаешь, ну, чимерово, Чемергес. Ну, вот. А мы на Волге как бы там подвисали, когда у нас там Чемергес был очень хороший.
Вот. И вот эта песня, она то, что со мной случилось в 2010 году. И там припев есть такой: отрава, отрава, самогоночка. Отрава, отрава, чемергес. А слышится как? Отрава, трава. То есть я сразу... Эта песня не про траву. А, и вот смотри, насколько люди, да, вот все-таки у нас люди такие коммуникативные, да? Олег Камалов пишет: я не могу в лотерею и Белгородский сберком. Тебе кто за язык тянет? Ставку делаем, молча. Молча ставку делаем. До закрытия за минуту, блин. Ну, Ну, конечно. слушай. Ну, у нас же все от души, понимаешь? Вот от тебя народ забегает. Спасибо. Спасибо, Иван. Да, ребятки, забегайте. Министерство культуры, канал. Скиньте ссылку, кстати. Да, ребят, забегайте, лайкосик прожмите, будет очень приятно. Видишь? Даночка, привет. И тут еще пишут: а можно ставку на то, что Путин выиграет? Конечно, можно. И можете деньги даже не отсылать, все равно вам возвращать. С процентом только. Хорошая шутка, мне прям понравилась. Фу. Путин может проиграть только в одном случае, если он скажет: пошли вы в жопу, и не пошел просто на выборы. Ну, опять-таки, это не считается. Народ заставит. Заставит, да, однозначно. Не дадут ему уйти. Ну что, поехали, чемергес. Кто-то напишет, кто-то скажет: какой же ты плохой. Кто-то руки не подаст, кто-то пошлет без фальши. И вот стоишь, глазами хлопаешь, как будто бухой. И вопрос повисает конкретный: чё дальше? Ждешь? Которую неделю ждешь расписных с кайлом? Или расписных, или ментов, что тоже не весело. Все, что было раньше, ставишь на потом. В душе тучи, как на границе. Хочется, материться. Одна радость: заедешь на речку, зайдешь по-соседски перекинуться словечком. Там серый Игоряныч, шаман, чемергес на столе и на завтра план. А трава, 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 самогоночка. А трава, 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 чемергес. А трава, 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 потихонечку. А трава, 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 до небес. А в понедельник опять огурцом документы подписать, никого не бросать, сварным заработал в банк проценты, собрать долги, ждать момента. Бабло утекает, всем дай. Там, конечно, о чем базар. Мне не жалко, просто непонятно, где мой навар. Живу легко, вида не подаю, по вечерам считаю, офигеваю. Так всю неделю до пятницы начинаешь с утра, и одни стрелы по городу туда-сюда, туда. Теннис, твою мать, мягкий, твою мать. Всех не убедить, что 2 и 3 5, а впрочем, срать. На речке проще, берешь пивас позывной Тагил, и я у вас через час-другой рассосется геморрой. Чемергес хлебаешь, отдыхаешь головой. А трава, 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 самогоночка. А трава, 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 чемергес. А трава, 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 потихонечку. А трава, 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 до небес. Пройдет немного времени, и все уляжется. Злодеи заплатят за то, что натворили. Кто-то один, кто-то с кем останется. А ребята снова чемергеса наварили. А трава, трава, трава,
самогоночка. А трава, 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 чемергес. А трава, 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 потихонечку. А трава, 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 до небес. А трава, 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 самогоночка. А трава, 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 чемергес. А трава, 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 потихонечку. А трава, 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 до небес. До небес, до небес, до небес. Да-да-да, да-да-да, небес. Что ж, возьми, а рыбу робит, наливай. Так вот. Отрава должно быть ударение на другой слог. Тогда бы она бы не влилась. Во-вторых, было слово «есть план». А я сейчас объясню. А во-вторых, не, в-третьих, до небес это до небес или до небес. Да, пробел, не пробел, без. Да не дьявол. То есть Вот. самогонка, это в принципе ничего. Поэтому вот почему так и звучит песня, блин. Ну, конечно. А у меня друг, причем, когда я первый раз ее поставил, а получилось так, что я на 2 августа, мы 2 августа с мальчишками собираемся. Мгм. Я прям ее, короче, в 4 утра она мне пришла в голову, я ее записал прям, ну и, короче, прям вот и пацанам ставлю. А у меня там один дружище, он так, ну, любитель вот этой, что. Ну, И он прям такой говорит, ты день мне просто, братан, сделал. И он ее по кругу просто включал. И весь вечер просидел головой в колонку. вот до меня вот до сих пор остается загадка этот. Суруханов пел, да? Скрип колеса. Вот это вот скрип колеса или это скрип колеса? Как бы, ну, история. Ну, хотя в клипе там же телега и... Ну да, скрип колеса, да. Я тоже, честно говоря, думал сначала, что это скрип колеса. Я же думаю, при чем тут скрип колеса? Что, из леса, что ли, скрипку сделали? А по поводу плана, это план, который на самом деле план. Потому что по пьяни все, что планируется, никогда нахрен ничего не делается. Вот все садятся, и вот мы там, вот это. Утром все просыпаются, все разошлись. Поэтому ничего не... Песня-то как раз о том, что ничего не значащие эти вот базары, вокзалы. Так вот расслабились все, выдохнули. Теперь, Серега Минский, напиши скрипка, пробел, лиса. Скрипка, как лиса, как животное рыжее. Серега, ну ты, блин. Путешествуем вдвоем. Привет. Нет, тут, ну, видишь, много таких, да, как бы. Человек пишет, который раз слушаю песню эту, все-таки траву под отраву закамуфлировал. Ну, трава есть. Ты, говорит, кто? Я, говорит, Кент. А я, говорит, мент. Запомни, мент. Трава это не наркотик. Ребят, ни в коем случае не реклама. Ни в коем Нет, случае. упаси бог, нет. Я считаю, что лучше 150, как это, в хорошей компании. Знаете, как помнишь кино, да? Когда говорит, а как вы с этим делом? Москва слезам не верит. Как вы с этим делом? Говорит, это дело я люблю. Та сразу такая, Он говорит, но в хорошей компании под хорошую закуску. Блин, это же рецепт. Не, а бывает такое, что вот хорошая компания, сидишь, и оно как бы и були. И нормально. А бывает сел 2-3 рюмки такой, опа, хорош. Да. По-разному. Все зависит от настроения и от людей, которые тебя окружают. А, честно говоря, если люди хорошие окружают, можно и вообще ничего не употреблять даже. За что мы, в общем-то, все и ратуем. Да.
мы допускаем, так скажем, грамм несколько, да, но ратуем за то, чтобы здоровый образ жизни, бухать вредно, все остальное вообще неприемлемо, скажем так. Был у меня как-то Новый год, и я так реально за него, так я что-то запетался. И опять же вот эта суета, я работал 31-го, туда-сюда, приезжаем в гости на дом, что-то там проводили, старую рюмку я пропустил. Там. Ну, я пью на глоток, я не пью там больше 30 грамм. Все, встретили новые, я еще там 30 грамм. И что-то там, пока там танцы, шманцы, фейерверки, я сел в кресло, а такое, зараза, удобное. И я выключился. Мне потом показывают видео. Меня отнесли на диван. Мою башню положили одним ухом на одну колонку, вторую сверху. А бывшая говорит, бесполезно, говорит, если он уснул, Все. все. А ладно, сейчас. И на такую звук поставили музыку, там стекла тряслись. Даже бровью не повел. Ну, это, слушай, это степень усталости просто, видимо, И сказалась. я проснулся часов, наверное, в 5, полшестого. Они все в люлю. А я такой бодрячком. Вы Я что там такой, пьете, что ли? вы че, говорю, когда успели? Вот, реально хватило промежуток, 5, 4 часа, может, 4,5 часа, по-моему, вот. Давануло, и все, я такой, до вечера там туда-сюда, шашлычки, все, как бы. Ну, и, может, оно как бы и правильно было, что так вывезло. У меня Надо иногда... тот Новый год тоже был. Я Новый год вообще, как правило, начинаю встречать в 7 часов по Москве. В 5, вру, в 5. А почему? В Ну у тебя время... В Якутске Да, на да, родине, понял. на родине уже мне начинают звонить. Ты ж налил? Ты ж давай? Ну давай. А потом же час, следующий, они ж переехали все кто куда. Часовых поясов тогда и не фени. И бывает, что наш Новый год, я уже, именно по Москве, я уже все, я уже и не помню. Да. Это по поводу такого клинического засыпания. Со мной мальчишка служил, он старше меня года на 3, наверное. Юра Романов, он же сверхсрочником был, я еще воспитанником был. Вот. И, короче, у нас в располаге был пожар. Приехали пожар, естественно, все оттуда вышли, приехали пожарники. Говорит, там нет никого. Все, нет никого. Там единственное, что Юра Романов спал. Представляешь, там тушили пожар, вышибали двери. А пожарники, они же заходят, когда они сразу на всякий случай все вышибают, все двери, которые вдруг заперты, они их хана и пошли дальше. Вот. Он спал. Ну и когда я получился, так увольнение был. И приехал, Юра такой стоит, такой, в одеялке такой закрыл, он лысый. Он молодой был на тот момент, уже, понятно, мы все были молодые. Но мне было там 17, ему там 20 лет. Стоит лысый такой, я глаза такие по стакану. Я говорю, что? Он говорит, представляешь, говорит, я сплю. Во-первых, началось с того, что пожарник к нему, значит, разговор пожарника, это не вранье на полном серьезе. Пожарник смотрит, заходит, вскрывает помещение очередное, а там спит человек. Он думал, что он задохнулся. Он к нему наклоняется, начинает его тормошить, чтобы его вытащить как-то, вытаскивать. А чувак так глаза открывает ему в табло только. На! Папа поправляет. Алексей Болталов, пожарные, на огнеборцы, ладно. Огнеборцы, да, простите, привыкли, пожалуйста. блин. Да, простите, если что не так, я не со зла. Как бы, Не, всё. это, корабли не плавают, а ходят. Да. А тогда почему капитан дальнего плавания? А не дальнего хода. Так вот, а когда Юра рассказал эту историю, он говорит, я, говорит, сплю, никого не трогаю. И, говорит, чувствую, меня кто-то трясет. У меня какая мысль? Кто-то из нас, условно говоря. Я, говорит, поворачиваюсь, открываю глаза, говорит, а он спал, и вот прям дымка, а он на первом ярусе спал. И дымка как раз вот до него не дошла. Дым вообще не дошел до него, сантиметров там, я не знаю, там 10-15 осталось. То есть он лежал, дышал спокойно. И вот, говорит, сквозь дым на меня вот эту морду в противогазе. Я, говорит, еще больше не придумал, как туда шарахнуть только. Естественно, он там наслушался матюков, вывели его, слава богу, все нормально. Он даже не надышался. Мы ржали, конечно, как лошади. Смех смехом, а могло получиться все плачевно. Да, нет, слава богу, пожар был не у нас, пожар был на первом этаже, у нас просто задымление было. Но выбили вообще все, что только возможно.
Ну, а там церемониться им тоже как бы терять Нет, своих ребят. нет, они сразу сказали, говорит, даже, говорит, это, даже разговоры там, они когда подъезжали, ребята, а может быть не будете, у нас кабинет там майора целого, может не будем его расколоть, что такое, ха! И на, только его прям с разворота сразу, еще интересней. Говорит, знаете, почему же охранник всегда, говорит, когда заходит в кабинет, дверь открывается с ноги, говорит, скажите спасибо нам, он бывший ОМОНовец. Мы его еще отучили. Он раньше, после того, как дверь с ноги выбивал, вперед гранату кидал. Ужас какой. Ну Да, что, еще что-нибудь, да будем это, разбегаться. давай, да, давай сейчас, да, есть уж такая лавка пошла, сейчас о чем-нибудь жахнем. Эх, говорится, Морозова. Да, слушай, ну хорошо, прям это поболтали от души. Я расскажу потом анекдот про пожарный. Давай сейчас рассказывай, а потом я уж тебя жахну. Рассказывай. Идет милиционер по улице, смотрит, мальчик из песочницы что-то лепит. Что лепишь? Он говорит, милиционера. Говорит, какие материалы используешь? Ну, как это? Песок, вода, глина и говно. Тот ему раз под затыльник. На второй день сидит, вот опять лепит. Что лепишь? Милиционера. Какие материалы используешь? Песок, вода, глина и говно. Он ему опять под затыльник. День идет, опять парень сидит лепит. Что лепишь? Он говорит, пожарного. А какие материалы используешь? Говорит, ну песок, глина и вода. Говорит, а если говнеца добавить? Милиционер получится. Это, говорит, сразу мент выйдет. Ясненько. Итак, друзья, песня веселая. Если тебе нечего брать, времени осталось, не спать, не воровать, но не привыкаешь и опять болит голова. Если есть видот, но не тот, и не первый раз снова не везет, но не понимаешь, как сложить получше слова. Очень плохо с выходом, или только кажется, может быть, все сложится и опять развяжется. Сашка, пошли погуляем. Игорь, пошли погуляем. Андрюха, пошли погуляем. И Сережа тоже. Подойди, руку мне дай, что тебя не знаю, не переживай, вместе потанцуем, а еще, быть может, споем. Время пролетает вперед, может, ничего не произойдет, так же день за днем каждый помолчит о своем. Очень плохо с выходом, или только кажется, может быть, все сложится и опять развяжется. Ксюми, Ксюми, пошли погуляем. Олег, пошли погуляем. Эй, кто там? Пошли погуляем. И Андрюха тоже.
очень плохо с выходом. Или только кажется, может быть, все сложится и опять развяжется. Девчонки, пошли погуляем. Парни, пошли погуляем. Люди, пошли погуляем. И Андрюха тоже! Ча-ча-ча. Не, супер, супер. Огромное спасибо. Ребятам очень понравилось. Ребят, надо кидать ссылки на канал, где только можно. Да. Такой канал должен расти, должен процветать. Канал позитивный, как бы, ну, что еще сказать? Я не знаю. Да, братья, забегайте, если что. Министерство культуры, Рулет ТВ. Да, вот, серый кот скинул. Заходите. Ладно, дорогой, побегу дальше. Спасибо за позитивную беседу, как всегда, от души душевно в душу. Спасибо. Мира, добра, всех благ. Давай, с твоим привет, Пламенный. Если что,